صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Мухаммад wa ala alihi wa sahbihi ajмаин. Кадим, первый смысл в лугате, это смысл кадим идафия, когда относится к чему-то. То есть вчера и сегодня. Второе есть кадим мутлак. Мутлак – это когда существование, то есть абсолютно то, что мы относим к Всевышнему Аллаху, тот, кто не имеет начала. И сифат кадим по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, он относился к нему до того, как он создал творение. И неважно, создал бы он их или не создал, и это не относится к ним, вообще никак не связано с творениями, это не вещь какая-то идафия, то есть относительная, как в первом случае. Например, то есть я там, может быть, старее какого-то там ребенка, да, старше, там, старый человек старее меня, то есть он раньше меня родился, я родился раньше, чем кто-то родился, то есть раньше, чем я, и так далее. То есть все относительно, так ведь? Мы используем второй смысл, который именно присущ Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, тот, кто не имеет начала, и его кидам, оно не относительное, оно настоящее. Дальше говорится, да имун билян тихаи, он постоянно у того, у кого не будет конца. То есть его постоянность, продолжение – это два постоянных сифата, и то, что не будет перетерпевать никаких изменений. Также вот этот сифат, кадим, мутлак, по отношению к Всевышнему Аллаху, под ним ни в коем случае нельзя подразумевать кидаму замани, что извечность, которая соотносится к времени. Например, в таком смысле, как прошло много времени, с того времени, как существует Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, и поэтому он кадим, поэтому он извечный. Это смысл батыль, и не относится никак, не подходит, не достоин Всевышнего Аллаха, потому что заман взят из понимания изменения. То есть был 10 минут назад, 10 минут вперед. Заман, время – это то, что постоянно перетерпевает изменения. Аллах, Субхану ва Тааля, не зависит от времени. То есть его кидам, его существование не относится ко времени, и его продолжение его существования тоже не будет относиться ко времени. Это нужно четко понять, что существование Всевышнего Аллаха, оно не нуждается во времени. Время, оно есть по отношению к нам, к махлюкам, к творениям. Итак, мы теперь приходим к спору. Был такой спор относительно слова «кадим». Можно ли его использовать? Имам Тахауи использует это слово. Он говорит «кадимун биля бтидайн». Извечный и не имеющий начала. Вспомним, что имам Тахауи умер в 351 году по хиджре. 351 год. Сколько? Более 1000 лет прошло. Более 1000 лет прошло. Он использовал это слово. И шейх Саид Фуда, он говорит, что я не нашел ни одного за 1000 лет, кто бы, то есть ученых, авторитетных ученых, которые бы делали рад именно имаму Тахауи за то, что он использовал слово «кадим», кроме как это появилось в наше время. То есть в нашем времени этот вопрос обсуждается, что к Аллаху Субхану ва Тааля нельзя использовать слово «кадим». На самом деле были некоторые ученые, сегодня мы их тоже назовем. Вот в наше время, дальше шейх Саид Фуда продолжает, заман кого? Ибн База, время Албани, Ибн Уthаймина, те, которые делали таклид, слепое подражание, без тахкика, биля тахкик, кому Ибн Каим аль-Джаузи, все, что он сказал, и его шейху Ибн Таймия, во всех вопросах, к которым они
то есть в основном шли. И если Ибн Каим аль-Джаузи говорим, автоматически понимается, что он в основном берет от своего устаза, от своего шейха. И вот в вопросе слова «кадим» они тоже, вот эти современники, можно назвать их современниками, они последовали вот за этим вопросом слова «кадим». И они сказали, что слово «кадим» не было приведено, и его нельзя использовать. И еще они утверждали, что смысл «кадим» не достоин Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Они сказали, что смысл «кадим» не достоин величия Всевышнего Аллаха. Но опять же вспомним, заметим, что имам Тахауи, если он говорил какое-то слово, то великие ученые того времени, они сразу же его поправляли. И это всегда было, это было нормально. То есть мы, даже лет 200 назад, когда, вот несколько веков назад, Абдурахим Тазимани пишет книгу, то есть увидел, что ученые перестали заниматься знаниями, чай стали распевать. Сразу пишет «Рисаля фи дамми шурби шай». Там «Рисаля» в порицании, там, распитие чая. Они сразу писали. Это вот как сегодня, да, сразу там какой-то, то есть по WhatsApp напишешь человеку или что-то можешь сказать. Раньше писали «Рисаля». Другой ученый сразу ему рад дает. Нет, говорит, вот, дает ответ, но это другой вопрос. То есть на любой вопрос они писали «Расаиль». Писали, делали рад друг другу. Это была нормальная практика. И вот имам Тахауи, он использовал это слово, и никто не сделал ему рад. То есть современники не подошли, не сказали, великий ученый, он учился у великих ученых, воспитал великих ученых, и никто его не порицал за это. И мы знаем, что настоящие ученые, настоящие уляма, они никогда не молчали от истины. Если они видели какое-то заблуждение, они обязательно об этом говорили. Они обязательно предостерегали. И прошло более 1000 лет, и никто не предостерегал его. И вот 1000 лет мы уже используем книгу имама Тахауи, никто не выходил против. То есть в его время и после него. И, соответственно, шейх Саид Фуда говорит, это можно назвать иджмаан и иттифаком. Это объединение на одном слове, и это называется иджма, когда все ученые на одном слове согласны с этим. Иджма является худжа, очень такой сильным доказательством среди разумных мусульман. Но потом пришел Ибн Таймия, он начал исправлять это слово, сказал, что по отношению к Аллаху нельзя его использовать. За ним последовали уже поздние ученые, это как Ибн Бас, в своих та'аликатах, в своих заметках к акиде имама Тахауи. На слова имама Тахауи «кадим» он сказал, этот лафз, это слово не приводится среди имен Всевышнего Аллаха, асма илляхи хусна, как об этом сказал шейх Шарих, то есть он подразумевает Ибн Абиль-Иза. Ибн Абиль-Иза, то есть он говорит, что Шарих, Ибн Абиль-Из и другие, подразумевает Ибн Каим аль-Джаузи, соответственно, его шейха, говорят, что нельзя употреблять это слово по отношению к Всевышнему Аллаху. То есть здесь есть у нас слово имама Тахауи, нет никаких противоречий от многих ученых того времени, никто не выходил против имама Тахауи в этом вопросе. И вот есть одна категория людей, которые запрещают использовать это слово. Так как будто и говорят, что этого не пришло, нет никаких асаров на это. Но теперь мы давайте с вами прочитаем. На самом деле этот лафз приходит, он использует, например, Сунан ибн Маджа. В Сунане ибн Маджа слово «кадим» используется, также оно используется в сборнике Абу Дауда, имама Тирмизи, Муснад имама Ахмада бин Хамбаль. Риваятов очень много, я прочитаю несколько. В Сунане ибн Абу Дауда приводится иснад, приводится цепочка, сика, достоверная цепочка, от Абдуллах бин Амр бин Ас, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال, когда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям заходил в мечеть, он говорил: «А'удhu биллахи л-азим, биваджихи л-карим, ва султанихи л-кадим, мина шайтани р-раджим». То есть Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям использовал как султанихи л-кадим. Использовал слово «кадим» по отношению к Всевышнему Аллаху.
То есть мы здесь видим, что имам Тахауи, он ничего не придумал, имам Тахауи не взял откуда-то, как говорят, с потолка, и претензии Ибн Таймии, затем Ибн Каима, затем современников Ибн База, Усаймина и так далее, они беспочвены. Санад этого хадиса, он кауи, он является сильным, и ничто его не ослабляет со степени хорошего хадиса. Все передатчики в этом хадисе, они являются достоверными, те, кто достоин доверия. То есть санад высокий, является сильным, и нет никакой илля, нет болезни, нет никакой претензии, трудности, чтобы этот хадис так или иначе не принять, какая-то была причина. Теперь мы понимаем, что слово Ибн База в его тааликатах на Тахавию, оно не беспочвенно, не имеет обоснования. И этот хадис приводит аскар, такой зикр, который является зикром машхур, который постоянно использовался учеными. Они читали этот зикр своими языками, он не спадал с языков. И теперь нужно подумать, неужели Ибн Баз не знал его? Пусть трудно это представить. И те, кто были до него, неужели Ибн Таймия не слышал этого хадиса, то есть который приводится в Сунан Ибн Маджа? Также слово «кадим» используется в хадисе у Хакима в его книге «Мустадрак». В книге «Мустадрак». Хадис приводится от Абу Хурайры, ради Аллаху ан. В этом хадисе есть много имен, приводятся имена Всевышнего Аллаха, Асмауль Хусна. Мы знаем, что есть и у Тирмизи Асмауль Хусна приводится, да, что Аллах Субхану Та'аля 99 имен, ман ахсаха дахаль аль-джанна, кто их выучит, кто их будет читать, сохранит, он войдет. Или там в другом хадисе ман хафилаха, кто их сохранит, войдет в рай. И вот здесь приводятся имена Всевышнего Аллаха, это в Мустадраке Хакима. И среди этих имен используется слово «кадим». То есть «Инна Аллаха тисата ва тис'ина исман, ман ахсаха дахаль аль-джанна». И дальше перечисляется и доходит до имени Ат-Тауабуль Кадим. Ат-Тауабуль Кадим. То есть в хадисе передается это слово. То есть первый хадис, это был, который в Сунане ибн Абу Дауда, Китабу Саля, хадис под номером 466. Второй хадис, он приводится в книге «Иман» под номером 42. Дальше в Сунане Ибн Маджа, также в хадис от Абу Хурейры, с другим санадом уже, тоже от Абу Хурейры, радаллаху, но имеет другой иснад, другую цепочку. Хадис очень похож на предыдущий хадис, и здесь тоже используется слово «кадим». То есть санад другой, хадис похож, и тоже используется имя Всевышнего Аллаха Кадим. Поэтому понимаем, хадисов очень много, то есть мы все зачитывать не будем, мы понимаем, что имам Тахауи, он использовал это слово, имел на это обоснование, не что-то придумал. То есть подобная практика есть, например, подобные споры на самом деле имели место быть. Например, в ибадате исламия мы видим, например, дуа «Аллаху махфална я файял» употребляется, так ведь? Знаем эту дуа после намаза, который читается. Аллахумма такаббаль минна салятана ва сиямана и так далее. И был спор, можно ли использовать вот это имя как файяд, так как оно не употребляется в Коране. И, может быть, мы не обращали бы на этот спор, если бы к нему не подключился такой ученый великий. Не просто ученый, алляма Алим Джан бин Мухаммад Джан аль-Баруди, рахималлах. И он в своей книге «Аскары намаза» тоже приводит эту дуа, но вот этот лафз файяд он изменяет. Аллаху махфална я хафил. Аллаху махфална я хафил. То есть он тоже подключился к этому спору и читал эту дуа именно вот таким образом. Но здесь все обосновано, здесь все понятно. Но они же обвиняют имама Тахауи. И на самом деле, если вы посмотрите на шарх Ибн Абиль-Изза, на самом деле это не шарх, а рад, опровержение имама Тахауи. Например, мы говорим «Та'аля аниль худуд». Имам Тахауи говорит, что Аллах возвышен, он выше, чем границы, то есть адават от органов, аркан, то есть органы, какие-то части тела. И дальше «Ван джихати ситти касайри мубтадаат». И от 6 сторон света, как другие творения. Аллах Субхану Тааля в этом не нуждается, он от этого далек. Так он говорит. И здесь тоже самое, раз подписывают сразу «Илля аль-фаук», кроме верха. То есть ты
Поясняешь акиду тахавия или же опровергаешь ее? Поясняешь или опровергаешь? Мы с вами читали «Ваман васаф Аллаха бима'на мин ма'анил башар факад кафар». Кто опишет Аллаха сифатами, которые присущи человеку, он совершил куфр, совершил неверие. И мы с вами в прошлый урок тоже говорили, что ширк, то есть ширк в основном делится на две части. Мы говорим скрытый ширк, когда вот Коран читаешь, рия, вот такие вещи, да, это очень сложно от него избавиться. Но есть явный ширк. И явный ширк мы можем разделить на три категории. Фиддат, фиссифат, фил-афааль. Есть ширк в личности, когда кто-то считает, что помимо Аллаха к кого-то можно обратиться, и он сам тасарруф может делать, что-то создавать, помочь, решать твои проблемы жизненные, то есть без воли Всевышнего Аллаха. Это ширк фиддат. Есть ширк фиссифат, когда Аллаху уподобишь какому-то творению или творению уподобишь Аллаху. Мы должны быть объективными. Есть категория, скажем, псевдосуфиев, которые могут заявить, что мой шейх, он знает гайб. Это ширк фиссифат. Или же наоборот, человек говорит, Аллах занимает место. Аллах, наузубилля, это тело. Или Аллах имеет сторону, то есть он наверху и так далее. Или время влияет на него, или что-то другое. То есть все это относится к ширку фиссифат. Это очень страшные вещи. Это может выглядеть как шутка. Это как бывает же на варе шапка горит. И человек кричат мушрики, 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 и сам погряз в ширке. То есть давайте быть объективными. Когда мы смотрим на книги псевдосаляфитов, видим, они любят убирать то, что им не нравится, из книги имама Газали. Но есть категория суфив, которые любят добавлять что-то в книги, то есть те вещи, которых нет. Мы должны быть объективными. И мы должны следовать мазхабу ахли сунна валь джамаа. То есть это наша цель. Наша цель – следовать мазхабу ахли сунна валь джамаа и отдалиться от ширка, какой бы он ни был. Пусть будет, то есть, самое страшное – фиддат, фиссифат, фил-афааль. Мы должны держаться подальше от этого. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.